день, уважаемые телезрители! В эфире общественно-вещательный канал «Гагаузия радио телевизиону» с программой «Гагаузия Гюн-Гюндан» и я, ее ведущая Полина Барбова. Сегодняшнюю программу мы записываем с супругой лидера гагаузского народа Степана Михайловича Топала Раисой Ивановной Топал. Оставайтесь с нами, оставайтесь на канале ГРТ. Накануне годовщины смерти лидера гагаузского народа Степана Михайловича Топала наша съемочная группа встретилась с супругой лидера Раисой Ивановной Топал. 28 сентября 2018 года на 81 году жизни не стало вашего супруга. В этом году исполняется 7 лет со дня смерти Степана Михайловича. Да. Раиса Ивановна, расскажите, пожалуйста, насколько важно, особенно молодежи, помнить эту дату? Мне хочется пожелать молодежи нашей, вот теперешнего поколения, чтобы они помнили, не забывали те прошедшие годы 90-х годов, потому что мы тоже прошли очень сложный период. Воспоминания о тех годах, когда ваш супруг был лидером гагаузского народа, с чем в первую очередь связаны? Связано, в основном, он домом не занимался, он не думал о доме, он не думал о семье, он думал о том, как бы спасти свой народ. Я не знаю, это был какой-то человек такой, как будто не отмертвел. Он все время думал о народе, все время думал о своих людях, он все думал, вот, пока не прочитает кипа газет, он не кушал дома. Вот тут утром только газеты, все газеты, пока он не перечитает, он не будет кушать. А всякое было же, конечно. Скажите, пожалуйста, сложно ли было в качестве супруги лидера гагаузского народа? Как вы поддерживали своего супруга Степана Михайловича? Ну, как могла, так поддерживала. Я до 5 утра никогда не спала. В 5 утра обычно ложился, а до 5 утра он ложился отдыхать. А до 5 утра я сторожила. Собака залаяла, я к окну. Собака залаяла, я к дверям. В 5 утра он встает, а я в это время тогда ложусь. Чувствовали ли вы особую ответственность перед народом Гагаузии в тот период? Какие советы вы давали своему супругу? Как-то рядом, вот, когда он что-то там начинал, что мне не нравилось, какие-то такие вот его настроение. Я старалась его морально поддержать. Ну, уже коли взялся за груз, не говори, что гуш. Уже будешь так, иди дальше вперед. Раз ты с народом, раз народ весь за тебя, а народ действительно был за него, там действительно ничего не могу сказать, потому что было много всякого. Но как люди поддерживали, в основном народ, это надо было отдать должное. Я говорю, как можно вот идти против, если люди тебе так доверяют, они тебе так сочувствуют, когда тебе плохо. Скажите, пожалуйста, прислушивался ли к вашим советам, к вашему голосу ваш супруг Степан Михайлович? Ну, в основном-то иногда, да. Не всегда, но в основном, да. А какие моменты тех лет вам особенно запомнились? Радостные или, наоборот, трудные? Самые трудные моменты для меня были, когда его в тюрьму закрыли. Я тогда вот, когда случилось это, я 3 дня во рту глотка воды не имела. Вот у меня во рту глотка воды не было. Я уже металась, крутилась. Раиса Ивановна, вы рассказали о трудных моментах. А были ли радостные в 90-е годы какие-то моменты? Ну, радостные. Или не было? Радостные. Даже радостные, когда его отпустили из тюрьмы. С какими испытаниями и вызовами вы сталкивались в те годы? Ну, в те годы много всего было. Когда надо было вот из тюрьмы его взять, вот тогда мне было трудно. Почему? Потому что машину ему не давали, когда надо было уже его из тюрьмы
забрать. Ой, Раиса Ивановна, Степана Михайловича отпускают. Я обрадовалась. А потом вечером не можем за машину послать за ним. Он завтра. Спасибо Смирнову, что Смирнов помог себе. Он как раз тоже его из тюрьмы выписывали, отпускали в этот момент, когда Степан Михайлович. Смирнов его взял на машину, доехал до Тирасполя. В Тирасполе его встречает сын, и там у нас есть крестные наших внучат. Они встречают его и оставляют переночевать в Тирасполе, потому что он не послали за ним машину. Вот Степан Михайлович переночевал, потом уже его забрали домой на второй день. Там уже люди собрались и ждали, целую ночь ждали, когда его отпустят, и когда уже на второй день он приехал, привезли, и вот там толпа тоже, там народу тьма. Ну, я не знаю, большое спасибо людям вот того времени, потому что я не могу ничего сказать. Народ настолько уважал вот, и ценил вот это все, я не знаю, очень к нему по-доброму относились. Он там выступил перед людьми, потому что как не может не выступить, когда люди ждут уже 2 суток, чтобы он хотя бы слово сказал. Он вышел, пару слов сказал, и потом мы сели на машину, едем домой. Приедем домой, он меня вот тут упал прям, истощение нервной системы, он ослабленный. Я его еле-еле довезла вот до этого. Быстренько чай подогрела, дала ему попить что-то сладкое. А он уже не может... Короче говоря, я его давай приводить в чувство, потому что нашатырный спирт там начинала его, давай ему нюхать, давай ему растирать. Потом быстренько сделала чай и потихоньку начала его приводить в чувство. Тут пришел один племянник его, он как видел, в каком состоянии я его взяла оттуда с райисполкома. Он ушел, не мог, он заплакал и ушел. Плохо ему было, потому что Степан Михайлович был здесь, было ужасно. И вот с этого началась уже, как бы, какой бы ни был он, что бы он ни делал. Но слава Богу, что ты жив, слава Богу, что ты вышел на волю. И вот начала уже его лечить. Вот в том доме, где сейчас делали музей, и там я ему с той стороны поставила один топчан, сделала ему, чтобы воздух там был, в общем, убрала его, привела его в порядок, и давай вот, каждые 5, 10, 15, 20 минут я давай его понемножку дробными порциями кормить, чтобы он пришел немножко в чувство, потому что он не мог кушать, и вообще он не мог, вот все время думал, мне надо на работу, куда тебе на работу, слушай, куда тебе надо идти, сиди уже здесь немножко, нет, меня там ждут. Раиса Ивановна, а скажите, пожалуйста, как вы оцениваете развитие нашего региона с тех времен до сегодняшнего дня? Я сейчас мало вращаюсь в этом кругу уже, не знаю так, но в основном у меня болит душа за то, что как-то или уже люди устали от всего, вот, что происходит в этом мире. Как-то тяжело. Раиса Ивановна, а что, на ваш взгляд, удалось сохранить из ценностей и традиций тех лет? Сплоченность гагаузского народа тех лет. Очень сплоченные были люди. Тогда все были как-то и понимали, когда вот выходил Степан Михайлович на трибуну, когда он что-то беседовал с ними, все, они глотали его воздух, они ловили каждое его движение, потому что знали, если Степан Михайлович, он просто так слов не бросал на ветер. Если сказал, значит, это он обдуманно взвешивал все. Гагаузский народ очень, он бывает и сплоченным, бывает и единым, чтобы все
чувствовали, что гагаузы не должны исчезнуть с поля зрения. Они должны дальше продолжать жить, трудиться, потому что самый трудный период был 90-е, мы одержали. Сейчас у вас тоже очень трудный период, надо пройти его достойно. Надо действительно подумать о том, что будет дальше с этим народом. Какие изменения в жизни Гагаузии вас радуют? Иван Михайлович очень не хотел, чтобы вот гагаузы потерялись как народ. Какие традиции в семье для вас были и остаются главными? Ну, во-первых, надо почитать родителей в семье. Это прежде всего, потому что иногда бывает очень в семьях, или потому что сейчас очень сложная жизнь. Все, у кого-то дети разъехали, остаются на плечах у бабушек, дедушек, внуки. Поэтому очень сложно сказать. Очень хочется, чтобы семья наконец-то уже обрела покой, чтобы войны прекратились, борьба за портфель прекратилась, и чтобы все-таки наши дети вернулись из-за границы домой к своим детям, к своим внукам и к своим родителям, чтобы наконец-то успокоить, чтобы не было вот этой распри между детьми и родителями. Это очень важно. Сейчас надо очень бояться не разбежаться, не озлобиться, чтобы всем сделать так, потерпеть немножко. Я знаю, что в каждой семье очень трудности большие, очень народ устал, понятно, от всего. Но надо вот сейчас этот период пережить достойно, как... Вот я ребенок войны 41-го года. Мы всякое, вот мы из детдома вышли в 14 лет. В 14 лет мы уже стали на самостоятельный путь. Но мы себя искали, мы себя находили, где ФЗО, где училище, где в техникум, как. Но мы остались до конца верны вот тому периоду, благодарна, что нас не забывали, вот детдомовских детей особенно. Нас помнили. В 14 лет вышли, и в детдома нам давали уже стипендии. Если я поступила в техникум, ну, как хотела, когда в 14 лет выходишь на волю, и кто куда, кто в ремесленник, кто в ФЗО, кто куда. И в этот период я, значит, ну, захотела пойти в техникум, попытаться. Пошла в техникум, там, это город Сызрань, Куйбышевская область, Самара теперь. Я пошла, думаю, в ПЕД пойду. Оставилась, короче говоря, сдавала экзамены, на двойку наступила, написала математику, не прошла. Пошла дальше, в железнодорожный техникум пошла. Там меня приняли в железнодорожный техникум. Но я на первом курсе уже имела 180 рублей стипендию. Это проучилась 1 год в Сызрани. Потом у меня нашлась тетка по линии матери и забрала меня в Ростов. В Ростове много чего было. Там не получилось, короче говоря. Меня из техникума я нахватала троек. Меня вызвали, что я уже стипендию не буду получать, потому что нам с тройками давали стипендии. Для того, чтобы как-то существовать, я, конечно, бросила техникум и пошла на работу. Раиса Ивановна, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в детдоме? Немножко о себе расскажите. В 1941 году, как только началась война, мы жили под Иваном, я не знаю, где там Березово, что ли, поселок какой-то. Я была, и на второй, нет, на третий, на 4-й день, по-моему, отцу повестка на фронт. И вот мать там с 2 детишками пошла. Брату было, он младше меня на 2 года. И на 3-й день войны
его забирают на фронт. Как раз после... он успел, отец успел передать матери. Значит, когда забирали его на фронт, он сажает на одну руку меня, на другую руку брата. Я тебе привезу гутоперчивую куклу, мне говорит, с фронта. А ему этот военный ремень. Ну, так получилось, что уже он успел передать матери: уезжай в Мордовию, потому что мы родом из Мордовии. И вот она берет этих двоих детишек, и надо ей перебираться в Мордовию. Мы как-то добрались, там в Мордовии была нашей матери сестра жила, в деревне Любимовка, вот там она жила. И вот туда нас поселили. А потом уже оттуда, после мать умирает, у нее сепсис был занесен, отца в 1942 году, тоже 16 сентября 1942 года он уходит из жизни, его убивают. Там в Ленинграде есть даже мемориалка, где похоронен наш отец, деревня Новый, Мгинский район. Вот. Война была, деревня была вся сожжена. Там один мужчина написал матери, успел написать письмо: если я останусь жив, я вас найду. Но он не нашел, наверное. Вся деревня погибла. Там на Селянских высотах я была. Там просто мемориалка. Вся деревня была сожжена. Все погибли. И потом, после этого, мать умирает от сепсиса, отец на фронте, война. И у нас опекунша была, она безногая, совершенно безногая, одна ножка такая маленькая, работала в водоразборной будке. Вот пока нас было в детдом отправить, детдома были все переполнены. 3 детдома было у нас в Сызрани: 21-й, 22-й и 38-й детский дом. Некуда нас, куда? И вот этой опекунши нашей мать вызвала на ее из Энгельса, эту мать, и попросила, пока 2 детей, нас надо как-то прокормить, хоть по кусочку хлеба давать, как-то надо выжить, пока нас в детдом отправят. И вот эта мать приехала. Водоразборная будка там маленькая такая, мы на полу, и потом одевает утром этот фартук, идет и по домам: подайте милостину Христа ради сироткам на кусочек хлеба. И вот так нас держали, кормили, пока в детдом. Место освободилось в детдоме, и нас уже отправили в детдом от этой опекунши. Так мы попали в детдом. Скажите, пожалуйста, а как вы познакомились со Степаном Михайловичем? Как на Новый год все гадают, на Старый Новый год. И я уже в общежитии жила тогда, техникума. И на Новый год мне снится, мы были на танцах там с девчонками, и давайте будем гадать. И вот я тоже гадаю, как все. Давай, налила в стакан воды, поставила стакан в шкаф платиной и загадала, кто будет мой суженый и ряженый, что пришел, попросил воды напиться. Я когда приехала уже в Ростове жила, из Ростова в Сызрань приехала, а потом из Сызрани в Молдавию. Это 56-й год. Когда мы приехали с 2 девочками нашими, моими девочками-подружками, когда мы приехали сюда, Камрад, пошли на танцы, и там Сава Пандакны и Степан Михайлович. И я девчонкам говорю: вот этих 2 я видела кого-то во сне в Ростове-на-Дону. И вот с этих пор и Сава подходил, и так получилось, что подходит на танцы, а он даже, после 10 класса, Степан Михайлович, что еще зеленый совсем. И вот он подходит, там меня приглашает танцевать, он даже танцевать не умел. Я давай шаг вперед, 2 назад, а я всегда в танцевальном, я всегда участвовала, и в детдоме была, и лидер, и везде была. Ну и вот так завязалось наше знакомство. Потом он поступил в торговую школу, пока проучился там 2 года.
А я в общежитии жила в ковровой фабрике. Договорились, что он меня 14 января заберет домой, к себе. И вот с общежития, одна уже у нас ушла, с общежития тоже так забрала. Потом пришел моей подруги муж. Потом за мной пришла его сестра, пришел его брат Степана Михайловича. Они пришли за мной в общежитие. В январе, чтобы, забрать меня к ним домой. Там уже свекровь была готова. И вот так мы начали свою супружескую. Когда утром я встаю, свекровь, как по тем временам, говорит, надо же серьги мне одеть, как по-гагаузски надо серьги одеть, надо там у меня какой-то свадьбу. Я говорю, ничего мне не надо, никаких серьг, не тратьте денег, мне ничего не нужно. И вот меня действительно ни вечера не было, я сказала, не надо нам ничего. И поэтому так и началась наша жизнь с нуля, короче говоря. О чем-то жалеете в своей жизни? Я не научилась гагаузскому языку, вот что я жалею. Очень плохо. Язык до чего тяжелый. Я говорю, молдавскому я бы научилась запросто. Я работала в вен-кабинете, полностью вела врачебный прием. Но когда приезжали молдаване из сел, когда они мне, надо было там медосмотр проводить. Я молдавский, мне нравилось, я могла, по-гагаузски не могла, тяжелый язык, все. Чудюк, до сих пор не говорю правильно. Никак не научилась гагаузскому. Вот жалею, что я не знаю гагаузского языка. Тяжело ли вам было быть супругой лидера гагаузского народа, скажем, Степана Михайловича, супругой? В те тяжелые, скажем, нелегкие времена, нелегкие годы? Мне было даже слов не передать, как мне тяжело. Я до сих пор говорю, я бы сейчас, наверное, руками гребла эту землю, чтобы его на волю выпустить. Мне без него я потерялась. Все время мне его не хватает. А что делать? Вот живу до сих пор, уже 90 лет, казалось бы, уже пора тебе туда, к нему рядышком. А не берет меня Бог. А что делать? Вы прожили вместе со Степаном Михайловичем почти 70 лет. У вас двое прекрасных детей, Владимир и Лилия. А сколько у вас внуков? У дочери двойняшки, и у сына тоже дочь и сын, и еще у него уже есть внук. Значит, у сына двое, и внук у него. Это получается мой правнук, да? Вот каково быть бабушкой, прабабушкой? Знаете, или потому что я детдомовская. Я сама по себе, наверное, не такая ласковая, не такая, как некоторые смотрю, пуйшор, там это. Но нет во мне этого. Я воспитывала их в спартанском духе, детей своих. Наверное, может быть, неправильно я занималась. А Степану Михайловичу некогда было заниматься. Он то учился, то работал, то опять учился. Ведь он институт закончил благодаря тому, что я настояла, чтобы он пошел в институт. Иначе бы ты мужчина, ты семьянин, ты должен был зарабатывать деньги. 1 мая вам исполнилось 90 лет. Насколько вы себя чувствуете? Насколько я себя чувствую? Что есть от Бога, то и есть. Карабкайся как можешь. Раиса Ивановна, если жил бы Степан Михайлович, что бы вы ему сейчас сказали? Борись, живи и побеждай. Что я могла ему сказать? Трудно всякое в жизни есть, но всякой трудности надо перебороть, перетерпеть и идти вперед. А что другое? А что бы вы хотели передать молодому поколению из своего жизненного опыта?
Короче говоря, будьте внимательны, будьте доброжелательны, относитесь к пожилому поколению, как бы вы отнеслись, вот, когда вы будете, вот, когда постареет человек, тогда он поймет, наверное. Была бы у вас возможность вернуться и пройти свой жизненный путь, что бы вы сейчас сделали? Я бы постаралась закончить высшее образование, тоже иметь. Как проходят ваши будние дни сейчас, Раиса Ивановна? Расскажите, пожалуйста. Уже неинтересно. У меня сейчас одно столовая, кухня. И вот если, слава Богу, что я еще могу по заборчику пройтись. Вот посидеть, спасибо, на скамеечку. Села и посидела. А так я вот хочу, конечно, я хочу и помочь. Мне даже иногда вот там вот она, дочь что-то суетится, готовит целый день, бегает, прыгает. А мне прям даже думаю, Господи, ну хоть чем-то я должна помочь. А я ничего не могу помочь. Вот что я могу делать? Когда вот надо меня туда, меня сюда, ну это мне и... А что делать? Полинка, вот что делать? Вот на моем месте что делать? Слушать дочку. О чем-то жалеете в своей жизни? Может, какие-то планы были, вы не успели реализовать их, скажем? Были планы написать книгу, хотя вот мы, это, в Бешалмы есть директор музея, это... Людмила Дмитриевна Марин, Карачабан. Карачабан, да. Вот мы с ней там написали что-то. Она все меня докучала. Брала домой к себе, у нее сидела, писали. Ну, что-то написали, что там, не знаю, наверное, когда-то она... Придет время, будет, она, может, что там напишет. Что для вас сегодня значит слово «Родина»? Мне кажется, Родина – это то, где вот ты корнями вросла в место, то, где ты живешь. Вот, вроде бы это не моя Родина, комрад. Моя Родина – Россия. Но я настолько вот... Или я, потому что детдомовская, или потому что вот такая вот у меня жизнь была, что мне казалось, что вот Родина – это там, где я всю жизнь прожила. Все. А я действительно для Гагаузии очень отдала. Я была почетный донор СССР, ветеран труда СССР. Здесь у меня эти есть награды все. Когда работала медсестрой, я полностью врачебный прием вела. Раиса Ивановна, ваши пожелания всему гагаузскому народу, каждому жителю нашей Гагаузии. Будьте, Господи, люди, будьте бдительны, будьте сплоченны. И берите пример. Вот я не потому, что он муж, Полинка, не потому, что он мой муж. Просто он действительно был весь для народа. Он жил для людей. Вот настолько вот он как приходил домой, рано утром приходят, он еще только хотел покушать. Ой, Степан Михайлович, надо туда. Ой, Степан Михайлович, надо туда. Он бросает, все бросает и бежит в калошах. Ноги опухшие, ноги отекшие, и бежит опять. И потом, когда уже приходит домой обратно, вот просто жить для народа, жить для людей, делайте так, чтобы сохранить эту Гагаузию маленькую, какая бы она ни была, но она наша родная Гагаузия, потому что я люблю Гагаузию, невзирая на то, что я не родилась тут, но я корнями уросла сюда, потому что я защищала мужа, потому как могла, но и он делал, потому что я любила его за то, что он жил не для себя, вот не для своей семьи даже. Он не думал, где там его дети, везде бежала я. Все заботы были на мои плечи. Но я его поддерживала, потому что мне нравилось, что он ради людей всегда делал так, как бы делал
я не знаю, смог бы другой сделать еще. Но он делал и любил свою родину, а гагаузский народ любил безвременно. Он все время, когда слышал эту музыку гагаузскую или какую-нибудь там, ой, давай пойдем на концерт, он захлебывался вот в этой волне гагаузского ансамбля. Прямо, ну я говорю, что я вам желаю, вот всем, Полинка, вам много-много добра, взаимопонимания, чтобы и в семье, и у нас тут, вы все время как-то среди вот этого гущи. Будьте, пожалуйста, сплоченными, не на мелочи не злитесь. Давайте находите общий язык и будьте добры, доброжелательны не только к себе, но и по отношению друг к другу. Как в своей семье вы любите всех, так и свой народ надо ценить, уважать, потому что у нас у всех сейчас время тяжелое. Я желаю вам много здоровья, удачи и мира, покоя. Спасибо, Раиса Ивановна, вам. Спасибо, Лилия Степановна, вам за то, что вы нашли время. Сегодня вспоминали добрым и теплым словом Степана Михайловича Топола, лидера нашего гагаузского народа. Имя Степана Михайловича Топола навсегда вошла в историю гагаузского народа. Вся его жизнь – пример служения народу Гагаузии. Это невосполнимая потеря для всего народа Гагаузии. Вечная память национальному герою Гагаузии. Бессмертная душа, бессмертные дни. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. А я с вами прощаюсь. Для вас сегодня работали Полина Барбова и Григорий Стабилов. Оставайтесь с нами, оставайтесь на канале ГРТ.